Республика Коми готовится к главному событию 2021 года – столетию региона. В честь векового юбилея во всех муниципалитетах организованы тематические культурные, образовательные и просветительские проекты. При строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований проводятся праздничные мероприятия. Различные игры, конкурсы, экспозиции. Необычная творческая выставка открылась на днях в Центральной библиотеке. Сотрудники учреждения приглашают интинцев за хорошим настроением и положительными впечатлениями. 16 августа в Центральной библиотеке состоялось открытие выставки «Я рисую слово». Она вобрала в себя творческие работы юных интинцев, представленные на одноименный конкурс, приуроченный столетию Республики Коми. Открывая мероприятие, слово для выступления предоставили ребятам, подготовившим поздравления в адрес любимого региона. Республика Коми, родная земля, здесь чистые реки, леса и поля. Цветы здесь растут такой красоты, что мир обойди, не сыщешь таких. И солнце, и звезды, и месяц у нас всегда так красиво на небе горят. И если бы ты оказался у нас, воспел бы в стихах Коми краю в тот же час. И люди здесь все, большая семья, и дверь к нам для всех открыта всегда. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь небо радугой цветной наряжается зимой, а хозяйка непогоды наметет таких сугробов. Вот забава детворе, можно прыгать, кувыркаться, с горок весело кататься. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь тундра летом расцветает, за дарами приглашает. Прячется в листве морожка, собирай скорее в лукошко. И брусника, и грибы, поищи-ка, поищи. В Коми крае я живу, край свой очень я люблю. Здесь родился я, друзья, это родина моя. Багрянцем пылают над Пармой рассветы, полночные звезды тускнеют вдали. Мы наши сердца отдаем беззаветно и будням, и праздникам Коми земли. Кто раз побывал здесь, тот помнит и знает, работаю славится наш человек. Мы песни слагаем о доблестном крае, земля эта щедрая в сердце навек. Расти, процветай, всем на радость живущим, к столетию уверенно, смело пришли. И верим, что мы в недалеком грядущем прославим наш край на просторах страны. Заснеженная, щедрая, лесная, бурлящих рек крутые берега, таежная от края до края, земля зарян, ты сердцу дорога. Брусничный дух черемухи дыхание, лилового багулика настой, не дышим мы, а пьем благоухания твоей земли суровой и лесной. Как в гимне том, союз наш нерушимый, единой стала нам судьба твоя. Поклон тебе, нижайший край родимый, любимая республика моя. Участие в конкурсе книжных иллюстраций приняли более 30 интинцев. Поделиться своим творчеством и побороться за звание победителя мог любой желающий старше 12 лет. Но самыми активными оказались дети. Большая часть участников – воспитанники художественного отделения детской школы искусств. Моя картина называется «Луговые цветы». Я ее рисовала, и мне помогал мой учитель Екатерина Владимировна Шепеленко. Я занимаюсь уже где-то 1 год, и когда я рисовала, я сначала рисовала акварелью, а потом уже я рисовала пастелью. Мне нравится работа моей подруги Анастасии Домниной. Мне очень понравилось, как она нарисовала птицу и человека. И мне понравилось, где нарисована инта мелком. Я учусь в детской художественной школе и нарисовал это, потому что видел много чего похожего и решил отобразить это на своем рисунке. Ображено вид снизу на гору, на которой деревья и северное сияние на небе. Для себя отметил работу леса и отчаянная. Очень
красиво сделаны и реалистичны. Каждая работа – это иллюстрация к произведениям коми-авторов, поэтов и прозаиков, людей, проживающих на территории нашего региона, а также пишущих о Республике Коми. Это было одним из важных условий конкурсной работы. Каждый юный художник представил на суд зрителей свои образы, навеянные прочтением того или иного стиха. Кому-то удалось быстро определиться с материалами, оттенками и перенести свои мысли на холст. Некоторым потребовалось больше времени. Рисовала я ее примерно полгода, потому что были перерывы, иногда не было вдохновения на нее. Но было рисовать сложно, потому что гамма такая интересная очень. Много разных цветов подобрано под картину. Все работы индивидуальны и не похожи друг на друга. Выполнены в самых разных техниках и различными материалами. Карандашные зарисовки, акварельные рисунки, работы гуашью. Богатство красок и эмоций завораживает и пленяет посетителей. Дети вкладывали труд в свои работы, и для каждого это что-то значит. Выставка творческих работ будет функционировать на протяжении месяца. Повлиять на выбор призеров конкурса может каждый. Для этого нужно посетить выставку, выбрать понравившуюся работу и оставить свой отзыв.